Эфир нашего канала продолжает брифинг на тему борьбы с коронавирусом. Заместитель руководителя оперштаба Якутии Ольга Балабкина в прямом эфире озвучит актуальную информацию об эпидобстановке в регионе на среду, 20 января. Ольга Валерьевна, о текущей ситуации в республике. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется выявлением 151 нового случая коронавирусной инфекции. В городе Якутске зарегистрировано 55 новых случаев. Большое количество случаев, 15, 14 и 13, соответственно, зарегистрировано в таких районах, как Алданский, Вилюйский и Мирнинский. В Мегино-Кангаласском районе и Нирингринском районе зарегистрировано по 8 случаев. От 1 до 4 случаев зарегистрировано в 13 районах республики. На настоящий момент, таким образом, у нас в республике в 19 муниципальных образованиях зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции. Тем не менее, режим повышенной готовности, который был объявлен главой Республики Саха-Якутия, он действует на всей территории республики с теми ограничениями, которые предусмотрены как для граждан пожилого возраста, так и для лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в режиме с точки зрения самоизоляции и масочного режима для всех граждан на территории всей республики. Также продолжает действовать и режим удаленной работы для сотрудников. И во всех учреждениях сегодня Министерство труда начало вновь свою проверку, как мы уже говорили, продолжает ее, о том, что должны соблюдаться правила в 50% работе на удаленном режиме. После ограничений, которые были смягчены последним указом главы Республики Саха-Якутия, на территории республики разрешено действие домов культуры, исходя из репертуарного плана, который определен в домах культуры, и с половинной загрузкой зала в целях того, чтобы не допускать и не принимать меры, направленные на санитарно-эпидемиологическое благополучие тех, кто приходит на непосредственно сами по себе просмотры наши в клубные учреждения. Лаборатории республики, как медицинских организаций, так и федерального учреждения Роспотребнадзора продолжают осуществлять тестирование. За последние сутки осуществлено 1704 исследования. Всего у нас с начала пандемии обработано 898 975 тестов. На настоящий момент достаточно массово идет вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На 20 января у нас провакцинировано уже 3067 человек. Вакцина проводится в городе Якутске и в 13 районах. Во всех районах республики, так же, как и в городе Якутске, по месту жительства в центральных районных больницах ведется соответствующая запись на вакцинацию. Сегодня дополнительно поступила и находится на размаркировке в республике 22 тысячи доз вакцин, соответственно, для того, чтобы с пятницы она могла поступить в наши лечебные учреждения, и те, кто записывался в очередь, будут осуществлены звонки из поликлиник, либо направлены соответствующие сообщения, СМС или WhatsApp по приходу для получения вакцины. На территории республики непосредственно завезена вакцина, действующая, имеющая регистрационное удостоверение на территории Российской Федерации, 2 видов, и, соответственно, медики определяют в зависимости от самого пациента, какую вакцину необходимо ставить. В целом обе вакцины являются вакцинами иммунного характера, которые позволяют и являются вакцинами против коронавирусной инфекции. Соответственно, сегодня граждане должны самостоятельно решить, в том числе о своем состоянии здоровья, о том, каким образом они дальше будут в том числе заботиться и решать вопрос о добровольной вакцинации в зависимости от собственного волеизъявления. Я хочу обратить внимание, что сегодня мы еще раз призываем все-таки более активно принимать участие в вакцинировании, особенно лиц старшего поколения, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, так как сегодня основные тяжело больные и смертность непосредственно, которая у нас в республике есть, она связана в основном, к сожалению, с людьми, которые были отягощены дополнительно заболеваниями или людьми более старшего возраста. Поэтому еще раз я призываю всех заботиться о своем старшем поколении и, соответственно, принимать все меры для того, чтобы
вакцинироваться, в том числе от новой коронавирусной инфекции. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе на 20 января. Сейчас переходим к выпуску новостей. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутию поступила дополнительная партия вакцины, 22 050 доз. Они направлены в поликлиники столицы и районов. Всего до конца февраля в республике ожидается поступление порядка 70 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Напомним, массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в России 18 января. Сегодня есть возможность записаться, либо коллективным, коллективом, если это предприятие, заключив безвозмездные договора с медицинскими организациями, имеющими лицензию, в основном это государственные учреждения сегодня, для того, чтобы пригласить, как я уже говорила выше, их к себе на производственное место, либо, если это люди хотят в собственном порядке, либо не работающие граждане, могут записаться на прием в поликлинику. Единственная большая просьба и обращение, наверное, к нашему населению, чтобы мы соблюдали правила и приходили непосредственно в то время по записи, которая приглашает нас в поликлинику. Это очень важный тоже фактор. 5 жильцов дома по улице Якутская, 12 в столице, госпитализированы из своей квартиры с подозрением на отравление угарным газом. По предварительным данным, причиной отравления стала мотопомпа, при помощи которой из-под дома откачивали воду. По свидетельствам соседей, в течение 4 часов бензиновый агрегат работал в коридоре деревянной двухэтажки. Жильцы одной из квартир на 2-м этаже почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь. В итоге 2 взрослых и 3 детей были доставлены в республиканскую больницу номер 2 с предварительным диагнозом отравления угарным газом. Столичная прокуратура выясняет обстоятельства. Прокуратура города Якутска организована проверка по факту отравления угарным газом по предварительным данным 5 жителей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу город Якутск, улица Якутская, дом 12. На данном этапе прокуратура устанавливает причины произошедшего. В настоящее время жители указанного жилого дома находятся в медицинском учреждении. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Прокуратура в ходе проверки даст оценку обстоятельствам произошедшего. Устанавливаются виновные должностные лица. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Рекордные морозы в ряде районов Якутии крайне усложнили работу коммунальных служб. Так, в Амге одна из котельных ГУП ЖКХ в экстремальных условиях не справилась с нагрузками. Сейчас ситуация находится под контролем властей. Саму проблему начнут устранять, когда немного потеплеет. Подробнее о ситуации расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Сразу несколько жилых домов и здания средней школы, подключенных к данной котельной, начали стремительно терять нормы тепла. В оперативном режиме представители ГУП ЖКХ выехали в Амгу, чтобы на месте решить проблему. Оказалось, нужна срочная замена одного из котлов. Было принято решение замена более мощного на более мощный котел на СОЖ-1. Но в связи сейчас с низкими температурами, будем говорить, очень низкими, да, что не дает нам возможность, нам нужна остановка небольшая, где-то самое большое это на час. Но сейчас при таких температурах, это, если остановить, то могут быть последствия, которые уже потом необратимые. Поэтому решено было заменить котел сразу же, как только температура воздуха поднимется хотя бы на несколько значений. А пока за ситуацией следят и районные власти. У нас классы очень холодные. В первой школе, например, на 1-м этаже только 1 градус, на 2-м 5-6 градусов и на 3-м этаже 10 градусов. Но на 2-й школе дела обстоят более-менее. На 1-м этаже 10 градусов и на 2-м этаже 19 градусов. Контроль в общеобразовательных учреждениях у нас ведется постоянно. Каждый день, утром, днем, вечером идет замер температуры в классах.
Между тем, хочется отметить, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям и региональным властям мониторить работу энергетиков и ЖКХ в период сильных морозов, чтобы не допустить сбоев в обеспечении населения теплом и электроэнергией. Я прошу моих заместителей Александра Валентиновича Новака и Марата Шакирзяновича Хуснуллина тщательно мониторить работу всех объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы не допустить сбоев в обеспечении людей теплом и электроэнергией. При необходимости оказывать всяческое содействие региональным властям, оперативно реагируя на каждый аварийный случай. Однако, как сообщают синоптики, в ближайшие дни на территории Центральной Якутии холода еще продержатся. Повышение температуры воздуха на несколько значений можно ожидать лишь на следующей неделе. Мы, в свою очередь, будем следить за ситуацией в Амге. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Илья Лыткин, Лия Яковлева, Якутск, Амга. В Ленском районе из-за наступления холодов с 15 января ввели режим повышенной готовности. В нескольких поселках столбики термометров приблизились к отметке в 50 градусов. Несмотря на морозы, жители работают, ходят в школу, гуляют на улице и делают селфи. Материал наших коллег. Каждая прогулка наша начинается с такого небольшого квеста, да? И мы много-много одеваем одежды, чтобы не замерзнуть. В семье Марины Шмидт, чтобы собраться на улицу зимой, иногда уходит полчаса. Сначала надо одеть младшего сына, помочь старшему, а потом успеть одеться самой. В минус 40 прогулки с детьми не отменяются. Мы стараемся гулять каждый день. Естественно, когда на улице очень холодно, мы не гуляем там 2 часа, 2,5. Естественно, время сокращается. Но вот из опыта старшего, да, ребенка своего хочу сказать, что мы всегда гуляли. И сейчас всегда гуляем, да, стараемся. Он очень любит зимнее время наше. Да. Вот. Ну, главное тепло одеться. Тепло одеться по принципу капусты, оставить открытыми только глаза. Этому способу следуют родители малышей. Водят детей в детский сад и в минус 50. Выхода нет, взрослым нужно работать. А вот у школьников из-за морозов обучение может отменить управление образования. В Якутии такие дни называют актированными. У нас ежегодно издается приказ Управления образования о температурном режиме в образовательных организациях, при которых дети могут не посещать школу, так называемые актированные дни. Это при минус 45 дети с 1 по 5 класс не учатся, 48 не учатся у нас с 1 по 8 класс и минус 50 и ниже не учатся с 1 по 11 класс. Оптимальный гардероб жителей Якутии зимой – шуба, пуховик, унты. Про вторые штаны, теплые перчатки и шапку и говорить не стоит. Привычные атрибуты северян. Очень важно на улице в мороз прикрывать рот и нос рукой в варежке. Вот примерно вот так. Если ты, конечно, не носишь шарф. Во-первых, вдыхаемый воздух не такой холодный. Во-вторых, когда выдыхаешь, воздух согревает лицо. Того, кто не прикрывается варежкой, ждет белый нос и белые щеки. Обморожение. Детей в Ленске морозами не напугать. После уроков домой не спешат. Играют в снегу. В социальных сетях почти каждой якутской девушки есть фото с зимним мейкапом. Наши коллеги и зрители не исключение. Снежные реснички – тренд каждой зимы. И повод выложить новое фото. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». 40 объектов намерены благоустроить в Якутии по проекту формирования комфортной городской среды в текущем году. В частности, это 7 общественных территорий, 2 из которых победители всероссийского конкурса лучших проектов. Также благоустроят 33 дворовых территорий в 18 муниципальных образованиях. Общее финансирование проекта составит более 370 миллионов рублей, большую часть из которых выделят из федерального бюджета. Отметим, что в 2020 году в регионе обустроили 56 объектов, также ввели 45 дворовых и 7 общественных территорий. Круглогодичные дома для туристов появятся в якутском парке «Ленские столбы». Строение планируют возвести в этом году. Как сообщил агентству ТАСС директор нацпарка Аркадий Семенов, на эти цели из федерального бюджета направлено почти 22 миллиона рублей. По его словам, дома будут отвечать всем международным стандартам. Их построят из современных модульных конструкций. Дома будут вмещать от 4 до 6 человек. Это удобно для супружеских пар, семей с детьми и компаний. Запланирован еще банный комплекс. Директор парка «Ленские столбы» надеется, что в июле-августе удастся завершить строительство и торжественно открыть первые дома.
Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.